Около 30% женщин страдают от домашнего насилия. То есть каждая третья, грубо говоря. В отношении мужчины тоже бывает абьюз. Я видела, как мужчина плачет. Янгулатова Ленура Эннановна. Я являюсь юристом, также еще и мамой, и немножечко общественным деятелем, немножечко волонтером. Я получила образование школьное, наверное, в самой лучшей школе города Симферополя, Крыма, потому что, во-первых, у нас был директор Владимир Евгеньевич Поляков, и в 90-х годах, когда он пришел руководить школой номер 37 города Симферополя, он ввел очень демократичные, очень мультикультурные правила поведения среди учеников и среди учителей. Он всегда говорил про права человека, про то, что мы достойны лучшего, что мы имеем право выявлять свою точку зрения. И благодаря его этим закладываемым нормами поведения сформировался взгляд на то, что такое справедливость, что такое закон, что мы имеем право и что не имеем права. Родители, родственники неоднократно сталкивались с тем в 90-х годах, когда в городе Симферополе, например, не прописывали крымских татар, и, соответственно, нет прописки, нет работы. Нет работы, нет прописки, не можешь приобрести имущество, дом, где можно жить, в принципе, с семьей. Я помню, как родители переживали очень сильно. Отец очень сильно переживал, в эмоциях рассказывал о том, как ему выставляют какие-то нереальные требования о том, чтобы элементарно прописаться в доме. На фоне всех этих обстоятельств и, в принципе, при разговоре в 9-10 классе с родителями, когда обсуждаешь уже свое дальнейшее будущее, было принято решение, что неплохо бы заняться юриспруденцией, потому что юриспруденция достаточно широкая сфера деятельности, можно и в полиции работать, и в правоохранительных органах, и в суде, и в нотариате, и просто вести частную практику. Равновесие. Потому что справедливость, как ее сейчас толкуют в любых законах земных, на самом деле она не всегда удовлетворяет запросы ту или другую сторону. Поэтому должно быть все всегда в равновесии. Благодаря общественной инициативе мы организовали кризисный центр для помощи жертвам, пострадавших от домашнего абьюза «Мириам-Кале. Крепость Марии». Наши двери открыты для всех, вне зависимости от социальной принадлежности, религиозной, национальной и так далее. Но пока мы, конечно, понимаем, что такого наплыва жертв абьюза у нас не будет, потому что это очень щекотливая тема, на которую не каждый готов разговаривать, рассказывать, просить помощи. И поэтому у нас будет акцент больше на информационную сторону проблемы распространения информации о том, что это не является каким-то нормальным поведением. Да, конечно, в семьях бывают конфликты, это обязательно, это в каждой семье, но есть определенный конфликт, когда он перерастает уже в такие негативные последствия, как повторность домашнего насилия, как психологического, так и физиологического. Обращаются не только наши соотечественники, обращаются и русскоязычные граждане, потому что, в принципе, проблема женщины, она касается всех, вне зависимости от расы, религии, каких-то убеждений, национальности и так далее. Проблема домашнего абьюза, она всколыхнулась именно во время ковид, когда закрылись все школы, работы, когда мы стали оставаться дома. И, в принципе, дом должен быть той цитаделью, той крепостью, где мы, женщины, должны были находиться под защитой от коварного коронавируса. Но, к сожалению, вот эта закрытость, карантин, он всколыхнул все те отношения, которые таились. Он поднял волну раздраженности, насилия, потому что, во-первых, с одной стороны, это замкнутое пространство, с другой стороны, финансовая неустойчивость, кто-то потерял работу, это скученность в доме. И когда, допустим, женщина, до этого потерпевшая насилие, она уходила на работу, и у нее была отдушина, а сейчас она оставалась уже одна на одна с насильником. Права человека начали развиваться именно в 20 веке. Плюс еще наши негативные последствия исторические, это депортация, национальное движение, когда права человека и права крымских татар стали очень сильно форсированно развиваться.
Ну, наверное, это уже у нас в крови, в генах впечатано, что мы должны бороться за что-то. В принципе, не только мы. Каждый человек, у которого права нарушаются, должен заявлять о том, что это неправильно, что есть демократические законные способы для отстаивания своих прав и интересов. В конце концов, сейчас государство — это уже не только аппарат управления и принуждения. Государство — это уже больше такая маркетинговая модель. То есть государство должно предоставлять определенные условия для того, чтобы можно было реализоваться в этом государстве гражданину. Отстаивать права необходимо, потому что так у нас так построено любое государство. Когда есть социальная необходимость, которая может перерасти в социальное напряжение, государству необходимо реагировать на это, если это является настоящим демократическим, гуманным государством, а не какой-нибудь, допустим, диктаторским режимом. Государство демократическое, оно реагирует на процессы, которые происходят в обществе. Поэтому, если не будет соответствующая волна, социальный запрос в адрес государства, через судебные иски, через заявления жалобы, через законопроекты и инициативы, то государство должно реагировать. Плюс ко всему общему, многие решения принимаются у нас здесь, в Республике Крым. То есть как это будет лоббироваться и кем лоббироваться, качество этого лоббирования, все зависит от нас, от нашей инициативы. А вы знаете, между прочим, наши крымские татары очень быстро обучаются правам человека. И это отмечали не только мы, непосредственно представители крымско-татарского этноса, но и представители международных организаций и российских правозащитных организаций, потому что в связи с политическими событиями, особенно последними, всколыхнуло опять-таки желание крымских татар отстаивать свои права, не только на земельный участок, не только право на возвращение, но уже находясь здесь в Крыму, защищать свои права. И многие правозащитники, как я уже говорила, очень сильно отмечают, что крымские татары быстро обучаются. Даже те, кто не имеет юридического образования, допустим, только техническое, те же математики или физики, очень быстро начинают лавировать и оперировать правами человека. Мы с 2015 года с коллегами с имени Ханум Авамилевой, с имени Усин занимаемся ликвидацией этой безграмотности, а точнее не ликбезом, а именно просвещением того, что родители имеют право организовать обучение на родном языке, либо же изучать как предмет. Мы за эти годы сталкивались с очень интересными ситуациями, единичными и массовыми. В принципе, это отражали средства массовой информации, когда и были скандалы, когда в открытую директора администрации школ говорили, что мы не откроем класс, топали ногами и хлопали себя по лбу. Но да, здесь ситуация следующая. Можно разделить ее на несколько факторов. Во-первых, это новое законодательство Российской Федерации, которое с 2014 года начало действовать в Крыму. Во-вторых, родители не все знают о том, что обладают такими правами. В Российской Федерации нет точного количества детей, которые могут обучаться в классе на родном языке. То есть даже если будет одно заявление, но исходя из возможностей школы, могут организовать обучение на родном языке. С чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с проблемой, которая возникает со стороны администрации школы. Это манипулирование, это психологическое давление, когда родителям говорят, что у нас нет учебников, у нас нет преподавателей, у нас нет свободных классов, и доходит до того, что начинается уже потом психологическое давление. А государственный язык русский, единый госэкзамен сдается на русском языке, уменьшаются часы преподавания русского языка, все это может негативно отразиться на ребенке, на сдаче экзаменов. Конечно, такие ситуации запугивают родителей, потому что они хотят все-таки что-то самое лучшее для ребенка, и многие отказываются от обучения на родном языке. На протяжении 5 лет мы ездили по регионам, мы общались с родителями. Вы знаете, может быть, я сейчас скажу такую крамольную мысль, и пусть меня будут за это ругать, но, наверное, это необходимо озвучить. Мы столкнулись с тем, что да, на государственном уровне есть законодательство, которое гарантирует право на образование на родном языке.
в частности на крымско-татарском. В Крыму есть также необходимая база для того, чтобы реализовать эти права. Да, мы сталкиваемся с противостоянием не во всех школах, но в большинстве школ противостоянием о том, чтобы организовать такие классы. Здесь мы наблюдаем такой, знаете, какой-то и лингвистический нигилизм, когда родители говорят в открытую, что ну зачем нам нужен крымско-татарский язык? Вот мы дома обучаемся, разговариваем, нам этого достаточно. Мы сталкиваемся и с таким вот каким-то бытовым гедонизмом, когда родители говорят: ой, вы знаете, мы очень заняты, мы работаем, у нас нет времени на дополнительный крымско-татарский язык. Помимо русского, иностранного языка, второго иностранного языка, крымско-татарский, кажется, им это еще плюс нагрузка. Ну и, конечно, мы сталкиваемся с таким страхом и боязнью. То есть страх перед тем, что да, мы можем потерять свою идентичность, но, с другой стороны, боязнь администрации, которая может негативно, по мнению родителей, повлиять на обучение детей. То есть заведомо ставить отрицательные оценки детям. Но все это на самом деле вымыслы, это все как-то, ну так вот, мыльные пузыри, которые лопаются, когда непосредственно уже ребенок учится в школе, и что на самом деле это не так страшно, это не так тяжело, и никто не занижает оценки ребенку, когда он учится в классе на крымско-татарском языке. Сделан такой флешбэк в 91 год. В 91 году была разработана теория поколений. Может, слышали? Теория поколений, Нил Хоу и Уильям Штраус, они говорят о том, что сегодня поколения, у них достаточно маленький период между друг другом, то есть это не 3 поколения на 100 лет, да, их сейчас намного больше. Так вот, есть поколение традиционалистов, это наши битайки-харбабайки, есть поколение иксов, это уже наши с тобой родители, есть игреки, это уже практически мы. Есть поколение Z, зумеры, которые вот сейчас Моргенштерны, которые, как Лия Хиджакова говорит, непоротое поколение. Есть уже наши дети, это будущее, это альфа-поколение. Так вот, что характерно для традиционалистов, бэби-бумеров и для иксов? Это острое чувство долга. Мы должны приехать в Крым, вернуться. Мы должны изучать, разговаривать на родном языке. Мы должны к 25 годам там, жениться, выйти замуж. Мы должны завести. Вот это вот должны, это тот фактор, который толкает эти поколения для их действий. А вот мы уже, игреки, да, и вот зумеры особенно, у нас по-другому склад ума. Но это согласно вот теории поколения, и в принципе то, что я тоже наблюдаю. Мы ничего не должны. Вот у нас есть уже такое преобладает. Я не должен. Я ничего не должен. Но я хочу. Это мы, игреки. А зумеры уже Z. Не хочу. А какие будут альфа, еще под вопросом. Я просмотрела очень много видео по поводу обучение на родном языке, когда наша интеллигенция, когда наши политики говорят, что мы должны сохранить крымско-татарский язык, мы должны изучать крымско-татарский язык. Так вот, поколение игреков, их отторгает вот это слово «должны». И потом, когда родители, мы приходим к родителям и говорим, да, артикулируем вот это слово «должны сохранить язык», когда в общении мы их убеждаем, они приходят к директору, говорит директор: а хотите ли вы, раз, чтобы ваш ребенок, 2, мучился, 3, то есть в одном предложении вот такие факторы, которые на поколение Y сильнее влияют. Он не хочет, чтобы их ребенок мучился. Теория поколения, она, конечно, распространяется, ну вот не 100% на все общество, но, по крайней мере, маркетологи на сегодня очень хорошо пользуются этой поколенческой теорией. Может быть, нам тоже стоит уже крымско-татарский язык все-таки рассматривать тоже через призму маркетингового подхода. Что мы хотим? Да вот давайте уже обратимся к тем же зумерам, да, сегодняшние, которые им интересны нетворкинги, которым интересно, они думают о том, что завтра вот окружающая среда будет совсем в плачевном состоянии. То есть они заботятся о здоровом образе жизни. Может быть, нам действительно уже надо немножечко сместить акценты
по-другому подходить. Что ты хочешь? Ты хочешь сохранить язык. А как это сохранить? Ты хочешь, чтобы твой ребенок занимался на крымско-татарском языке? То есть вот эта вот вовлеченность, она уже должна из задолженности перейти в желание. И вот здесь мы должны будем как-нибудь, я очень надеюсь, соберемся блогеры, соберемся маркетологи, и мы, может быть, новую модель выработаем, как общаться с родителями уже нового поколения. Давай вот вспомним заезженную пирамиду Маслоу, да? Что внизу и что в самом верху. Получается, основание — это физиологические потребности, а затем безопасность, и потом уже признание, самореализация. Вот крымско-татарский язык где стоит? Я так считаю, что вот на самом верху, да, это признание, самореализация. А эта модель, маркетологи работают на чем? На самом первом, да, то есть это физиологические потребности, потребность безопасности, потребность принадлежать какой-то категории людей, признание. Так вот, может быть, нам немножечко все-таки снивелировать язык и опустить до потребности безопасности. Мы потеряем язык, безопасно ли это или небезопасно, страшно или нет. Опять-таки надо работать вот в этом направлении, что не надо возводить язык в ранг самореализации, а может быть его стоит немножечко понизить и уже показывать, что это небезопасно терять. Потому что если мы потеряем язык, мы потеряем себя как часть общества, как мы просто растворимся. Это дружелюбие, открытость, это именно вот демократический взгляд на происходящие вещи, желание получать образование, желание увеличивать свой интеллект, развиваться. Но здесь я бы сказала, что вот меня печалит, честно говоря, не очень хорошее отношение к нашей окружающей среде в Крыму. Вот это я замечаю, и это замечают многие сейчас, что вот мы крымские татары, мы коренной народ, но мы забываем, что мы можем идти выбросить мусор или организовать где-то стихийную свалку, потому что нам так удобно. То есть мы вот должны развивать чувство сохранения бережного отношения к окружающей среде в Крыму. Любое общество, сообщество, большое или маленькое, оно не может развиваться без лидера. То есть в каких-то даже корпорациях есть лидеры в разных группах. Но опять-таки мы переходим к вопросу качества лидера. То есть какой-то лидер нам нужен, авторитарный или демократический. Лидер, который пожарник, да, бегает на все, реагирует на негативные последствия, кричит, машет руками, призывают к забастовкам, к акциям неповиновения. Либо же нам нужен лидер-дипломат, который может найти общий язык с любой властью во имя народа и в его интересах. Вот теперь вопрос, какой лидер нам нужен? Хотя нам уже показывает реальность, что мы не согласны на авторитарное управление, что все-таки мы демократическое общество, что нам нужен демократический лидер, который будет реагировать на наши потребности, а не свои пожелания, что народ не хочет быть инструментом для достижения лидером своих каких-то меркантильных целей. Это тоже очень сложный вопрос на самом деле, потому что национальная идея. Начнем с того, что народ ли мы, или все-таки мы нация. И у народа идея немножечко другая. Поэтому в первую очередь мы должны уже говорить о крымских татарах, наверное, как о национальности, о нации. Потому что у нации уже есть свои государственные институты, протогосударственные институты. Но давайте в первую очередь мы все-таки перейдем от народа к национальности, к нации. Наверное, ответственность все-таки. Ответственность за свои слова, за свои поступки и открытость, потому что когда мы закрыты, мы в себе, копится негатив. Когда мы открыты и мы готовы предоставить, не только быть открытыми, но еще что-то предоставлять этому миру, какие-то продукты своей деятельности положительные, то это очень хороший фактор, я считаю.